Ну а днем позже в России отметили День славянской письменности и культуры. Праздник установлен в честь православных святых, составителей азбуки Кирилла и Мефодия. Торжества в столице Якутии рано утром открыл епископ якутский Ленский Роман, а уже вечером республика приняла участие в совместном хоровом пении страны, рассказывает Екатерина Карпухина. 24 мая Россия отмечает День славянской письменности и культуры. Этот день связан с памятью святых Кирилле и Мефодии, основателях славянской письменности. В Якутске праздник пройдет на площади Дружбы. Здесь будет представлена целая концертная программа, показывающая хоровое искусство республики. В рамках празднования в регионе прошло большое количество мероприятий, центральным из которых стала ежегодная церемония вручения республиканских премий имени Кирилла и Мефодия. Практически во всех храмах якутской епархии, которых 75, прошли праздничные богослужения и крестные ходы. А в главном храме города Якутска, в кафедральном соборе, был праздничный крестный ход, большой концерт духовной музыки. Занавес впервые в Якутске состоялся концерт колокольного звона. Как известно, святые братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку в греческом монастыре в IX веке. Новый алфавит получил название кириллица по имени одного из братьев – Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. Помогал ему в деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Важно помнить для того, чтобы подражать им. Мы же всегда ставим для подражания людей выше нас, интеллектуальнее, сильнее, чтобы, следуя их примеру, и самим реализовывать те высокие предназначения, которыми живет человек. По своему содержанию День славянской письменности и культуры является единственным в России государственно-церковным праздником, который Русская Православная Церковь проводит совместно с государственными и общественными организациями. Важно отдавать дань тем вещам, тем процессам, которые происходили в нашем историческом прошлом. На недавно проведенном Владимиром Владимировичем Путиным совместном совещании Советов по языковой политике и по межнациональным вопросам как раз отмечалось, в том числе и нашим президентом, что нам необходима взвешенная политика в области языка и межнациональных отношений. Также этот год стал особенным в организации праздника. Было решено устроить всероссийское пение. В 12 часов по московскому времени все хоры страны стали одновременно исполнять песни из заранее заданного репертуара. Таким образом, в память о святых заголосила вся страна. Екатерина Карпухина, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.